Благотворительность происходит от двух слов – благо и творить. Это акт доброй воли и открытого сердца, в которых нуждается человек в трудную минуту. Фонд Ашана – некоммерческая благотворительная организация, созданная бизнесменом Бесланом Шакаев в 2008 году. Ее цель – оказание помощи нуждающимся категориям населения, реализация социальных программ, духовное и нравственное развитие общества. Первое правило – это фонд для организации благотворительного процесса всегда будет стараться привлекать новых партнеров. Второе основное правило – это вся наша деятельность благотворительная всегда будет вестись абсолютно прозрачно. И мы должны будем и обязаны отчитываться за каждый рубль, который нам поступит. Эти два правила создали такое огромное доверие между нами с вами. И несмотря на мировые катаклизмы, в прошлом году, в 2022, была собрана сумма в 2 раза превышающая, нежели чем в предыдущие года. Изначально стояла задача, чтобы фонд работал на долгосрочную перспективу, и, конечно же, я всегда хотел и стараюсь выстроить такую структуру, которая будет работать и без меня тоже. 2022 год, как и всегда, был насыщен добрыми историями и благотворительными акциями. За это время было оплачено 72 курса лечения 62 подопечным фонда. В ходе акции «Спасем жизнь вместе» было собрано свыше 16 миллионов рублей. Сложнейшие операции, курсы реабилитации и диагностики, как в Абхазии, так и за ее пределами. И все это благодаря усилиям неравнодушных людей. Я хочу акцентировать ваше внимание на новом проекте фонда, который был запущен в прошлом году. Это медицинский проект «Здоровое поколение», реализуемый при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В рамках проекта мы приглашали местных специалистов, педиатров, акушер-гинекологов, которые проводили лекции по районам и городам Абхазии. Помимо того, в рамках этого же проекта был организован приезд бригад лучших врачей из Армении и России. Специалистами было обследовано свыше 350 детей. При поддержке фонда было оперировано 12 детей. За прошедший год было проведено 25 акций, благодаря которым фонд смог помочь многим детям. Среди них акция «Красивые номера» совместно с МВД, «Урок добра» совместно с Министерством просвещения, акция «Добрый картофель», благотворительный аукцион во имя жизни и другие. За 3 месяца открытого аукциона были разыграны автомобильные номера на сумму 2 миллиона 898 тысяч рублей. Все средства были направлены на лечение подопечных фонда и на организацию медицинских акций. Как и в предыдущие годы, в 2022 году во всех школах Абхазии прошли уроки добра. Важно отметить, что урок добра не направлен на сбор средств родителей. Но несмотря на этот посыл, в 2022 году от всех школ Абхазии на все счета фонда поступило свыше 1 миллиона рублей. Сбор проходил от юридических и физических лиц, ящиков для пожертвований, СМС-сообщений, электронного кошелька и мобильного приложения. Партнеры фонда, сотовые компании «Амобайл» и «Аквафон» наградили самых милосердных абонентов, тех, кто за год отправил наибольшее количество СМС. Все эти сборы стали возможны отчасти благодаря размещению информации партнерами фонда. На протяжении многих лет ими остаются АГТРК, Абаза ТВ, Спутник Абхазия и другие информагентства. Административно-хозяйственная деятельность КБФ «Ашана» осуществлялась за счет средств учредителя и, конечно же, партнеров. Среди них компания «Премиум», магазин «Харзаман», пивоваренный завод «Сухумский», «Гарант-банк» и «Сухумбанк», интернет-провайдер «Система» и многие-многие другие. За 11 лет столько людей откликнулось на призыв фонда творить добро. Ведь, помогая, мы делаем мир чуточку лучше. Эсма Голанзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.